Так, все. Доброе утро. Проснулся сейчас 6:50. Выезжаю в Палм Кост, это 30 миль. Там у детей будет соревнование. Бег. А у меня наконец-то длинный заезд. То вообще обленился. Че, погнали. Красота какая. Сейчас рассвет уже через пару минут. Рассвет. 100 лет уже рассвет не встречал. И людей много вон с утра здесь тоже. Конечно, тепло, хорошо. Здесь Атлантическое побережье Северной Америки. Это место рассветов, не закатов. Все же любят, наверное, больше закаты, потому что просыпаться не надо, проще, удобней. Но это надо ехать к Тихому океану. А здесь вот рассветы. Все-таки скажу, как офигенно в контактных педалях ездить. Обалдеть. Прям чувствуешь единение с велосипедом как одно целое. Прям совсем другие ощущения, намного лучше. Как раз для дальних дорог, для скоростной езды, то, что нужно. Увереннее себя чувствуешь. К сожалению, пляж не везде такой. А было бы хорошо доехать до Палм Коста прям по пляжу, но, к сожалению, нет. Там дальше уже в Орманд-Бич начинается рыхлый песок. Вот. Даже здесь уже пляж сужается, поэтому не вариант. А так было бы офигенно, если бы можно было бы и до Майами, например, доехать по такому песку. А нет, это дайтоновский прикол такой только. Раньше здесь вообще гонки устраивали на машинах, на мотоциклах. Не зря Дайтона это считается как бы такая мекка любителей автогонок, мотогонок. Потому что здесь тут зарождалось все по сути. Особенно с мотоциклами тут рекорды ставились по скорости. Все, уже начался рыхлый песочек.
Надо съезжать. Фу, еще и прилив сейчас. Да, в контактах по песку уже так особо не поездишь, либо отстегнуться только. Все, съезжаю с пляжа, сейчас будет асфальтовая часть. Проехал всего 6 миль пока. Здесь вот Share the Road. Как бы велодорожки нету, но это полоса. Там указан велосипедик. Так что как бы можно. Не люблю я эти, конечно, полосы Share the Road. Людям вообще насрать на них на самом деле. На самом деле вдоль океана вот так и нету нормального велопути, чтобы ехать с нормальной выделенной велодорожкой. Много хочу, наверное, но не знаю. Где-то есть, где-то нет. Это зависит от каунти. Каждая каунти там хочет делает, хочет нет. Вот, у всех бюджеты разные. Вот, а на государственной программы такой нету. И вот приходится дорогу делить с этими, с пешеходами. Я могу, конечно, здесь ехать, но не знаю, мне как-то чуть-чуть опасно. Вот не знаю. Изменился я, короче. Раньше ездил, сейчас вот как-то побаиваюсь. Это наступило с того момента, как я сам сел за руль. И просто я вижу, сколько долбоебов на самом деле за рулем ездят. Раньше я не знал этого, как там водить машину. Как бы я доверял людям вообще. Сейчас я не доверяю людям. Америка меня сломала. Не могу, когда сзади, я не знаю, кто там едет в спину мне. Вот не могу. Очень много невнимательных водителей. Вот поэтому прям не могу расслабиться и довериться. Раньше мог, сейчас нет. Да раньше выбора не было другого. Раньше вот едешь в путешествии, идет одна федералка по Сибири, и все, у тебя как бы нету альтернатив вообще никаких. И ты едешь по этой федералке. Здесь как бы в Америке есть выбор, есть по какой дороге ехать. Тут инфраструктура дорожная развита очень хорошо. И ты, конечно, потише выбираешь. Но тихо не значит безопасно все равно. Там, может, наоборот, кстати, на тихих дорогах люди более расслабленно едут. В телефонах залипают, еще где-то. Короче, такая, ну, велосипедистов, на самом деле, долбоебов тоже много. И велосипедист велосипедисту рознь. Есть как бы, ну, велосипедисты, которые осознанно ездят на велосипедах, а есть просто, которые вынуждены, типа всяких бичей. И вот они вообще правила вообще не чухают. Сами выезжают как-то, ведут, короче, непредсказуемый образ. Водят непредсказуемо просто на велосипеде. Я сам несколько раз чуть не сбил велосипедистов, какие-то бичи едут. То по тротуару едет, то выезжает на дорогу резко. Хрен просышь, ты едь либо там уже. Зачем ты так гоняешь туда-сюда, блин? Пугаешь только. Поэтому велосипедисты сами, конечно, некоторые балбесы. Вот эту, кстати, обочину, ну не обочину, в смысле, а тротуар такой, пешеходную зону сделали недавно. Вот здесь делали ремонт и такую широкую, хорошую. До этого такой не было. Блядь, тут капздец езды. Через жопу сделали ее. Поэтому я не люблю по тротуарам таким ездить. По ним бывает зачастую опаснее, чем по дороге. Потому что много дорог примыкают к ней. А люди здесь вообще не смотрят обычно, что там велосипедист едет, нет. Не потому что такие какашки они, а потому что... Ой, капец здесь езды. А потому что реально ты отвыкаешь, тут мало пешеходов, мало велосипедистов, и ты просто от этого отвыкаешь. Что надо перед тем, как выезжать на главную, остановиться перед тротуаром, посмотреть, есть ли кто или нет. Да, капздец тут.
Нормальные пороги забыли сделать здесь. Офигеть. Приходится притормаживать, ну как бы не делая это тоже. Вот таким сегодня дедом ворчуном побуду. Вот я про такие дороги имею в виду. Вот здесь вот она выезжает и обычно не смотрят вообще. Ну все, лафа кончается. Дорожка принимает свое первоначальное состояние. Да, видите, уже и узенько здесь. На дорогу, наверное, выйду сейчас. Это там люди ходят, пешеходы. Не люблю пешеходов давить. Здесь как раз реконструкция продолжается дороги. Скорость средняя 13 миль в час. Уже треть я проехал. Мне надо в 9:30 быть. Ну, по плану вроде успеваю, если все нормально будет. Вроде все хорошо. Я сейчас выехал влево, ушел. Тут есть параллельная, пока идет с другой стороны. Тут через такие частные дома, частные сектора. Ну, здесь в Америке везде частные сектора, как бы. Тут такое неприменимо, как в России, например. Вот, просто здесь поспокойней. Типа во дворах. Хорошо еще тенечек здесь. Пока тенечек. Прям по кайфу. Люблю такие вот дороги, где кроны нависают. Как в туннеле едешь. Кайф. Практически час с дороги, 13 миль проехал. Что-то немножко как будто кушать захотелось. Я с утра не ел, потому что перед сном гречки бахнул. С утра я вообще не особо люблю есть. Первые часа два у меня просто не идет ничего. Вот потом уже к полудню у меня разогревается там все. Ну и, кстати, к слову сказать, вот езда с машинами — это дело привычки. Когда давно не ездил по дорогам общего пользования, ты, конечно, от каждой машины шарахаешься, но потом привыкаешь, как бы едешь. То есть это такое тоже дело привычки. Все, я уже почти подъехал до Флаглер-Бич. Вот здесь такая вот идет вдоль океана. Ни разу не ездил здесь, кстати. И хорошо, что у меня все-таки грэвел. Он универсальный. Резина позволяет ехать, в принципе, везде. Накачал побольше. По трассе можно ездить. Чуть-чуть приспустил и по лесу спокойно ездишь. Универсальность. Все-таки универсальность — это мое кредо, наверное. Я люблю все универсальное. И рациональное. Здесь вот один кусок дороги с такой обочиной. Можно ездить, в принципе. Ну, против шерсти, конечно, ну и ладно. Главное, чтобы навстречу никто не ездил. Не, сейчас начались жилмассивы, вообще невозможно по этой ездить. Опасно, там за каждым поворотом заборы стоят, не видно, машина выезжает или нет. Ну, опасно, короче. Нафиг надо. Лучше здесь. Все. Тут что-то типа появилось. Фигня какая-то. Да, здесь вообще не разъехаться. Нахрена вот эту посередине сделали, блядь? Вот эту клумбу. Вот нахрена она нужна?
Место тупо занимает, блядь. Тут не разъехаться, ничего не сделать. Жесть, конечно. Там я не хочу ехать, нахрен надо, опасно, блядь. Вот и Флаглер-Бич, здесь вообще ремонты. Ездить тут негде. Только загоражать, занимать эту вот полосу. Больше тут нигде не проедешь. А вон еще велосипедики едут. Дедули там пыхтят. Вау! Началась велодорожка. Вот это кайф. Вот это я понимаю. 27 миль уже проехал, честно говоря, подустал чуть-чуть. Я вообще не останавливался, как стартанул. Вот. Немножко осталось. Ой, какой кайф здесь. Тенечки ехать пока. Вот обратно буду под солнышку ехать. Но я хорошо солнцезащитный спрей взял. Должно немножко помочь. Приехал, нашел свой классиранчик маленький. Сейчас вон стоим в очереди, регистрация и бег будет. 1,8 мили будет. Для детей, даже для меня это много. Но я бегать не буду. Так. Опа, с пятилетки побежали. Так. Здесь надо снизу. Not a sprint, okay? So if you take off really fast, you're going to start getting tired fast, okay? There, guys, if you get thirsty, you will come up on a water station with volunteers taking out water. 4, 3, 2. Все, побежали. 1,8 там, не знаю сколько по времени, будем ждать. О май гад, да, как вперед убежала. Молодец, молодец. Молодец, я сзади тебя бегу. Просто беги, обо мне не думай. Все, нам не нужно быстро, нам не нужно бежать так, как все. Мы бежим в своем темпе. Дарка, правда, умотал вперед. На самом деле мы бежим очень быстро. Прямо очень быстро. Вперед умотал куда-то. Не знаю. Не надо, не надо. Беги в своем темпе, он в своем темпе. Нам еще долго бежать, экономи силы. Сколько миль? 2. I said 25 miles. No, not 25. It's 0.25. I said 25 miles. No, it says 0.25. That means like quarter mile. Если так там не потеряется, я вообще не знаю, где он, потому что... I'm going to the finish line. Дарка, конечно, вообще молчун такой. Говорит, ладно, я не буду быстро, а сам умотал вперед. Сейчас еще финиширует без нас. Спокойно пьем и выпливаем. Попьешь и мне отдашь стаканчик. А? Да, где? Ну, ничего страшного. Я сейчас возьму его. Попей сколько сможешь, мне отдай. Хорошо, бежит, можешь бежать. Это очень сильно помогает, да. Воду надо всегда пить. Ой, Ильдарка, Дака, молодец. Молодец, ходи, сейчас возьми медальку. Возьми медальку. Молодец. И ходи, сейчас, не останавливайся.
Молодец, малыш. Ты вообще... Ходи, ходи. Не останавливайся. Пошли ходить. Вот так вот. Ходи вот так, ручками вот так делай. Мама еще не прибежала. Ты вообще молодец. Ты вообще молодец. Я была first. Мама была second. Я была second. И я была first. Ты вообще их обогнал, молодец. Красавчик. Нет. Обогнал. Мама, может, вон там бежит где-то сейчас. Вон там они бегут. Скоро прибегут. Ты вообще молодец. Такой быстрый. Вон бегут. Вон. Сай. Это нам аплодирует, Ая. Careful. Careful. Беги. Беги до конца. До финиша беги. Вон Аечка уже. Аечка уже с мамой вон бегут. Молодец. Молодцы. Эльдарка вообще в группе лидеров почти был. Чуть-чуть, на минуту, может быть. Давайте вместе. Покажи медаль. Так, ну что, все, едем назад. 32 мили назад, теперь уже по солнышку. У меня замка нету, оставлю его здесь. На свой страх и риск. Фух. Так. О, велик на месте, это уже хорошо. Сейчас присесть надо куда-нибудь. Взял сабы. Там, один большой, пополам разделенный. Вот вкусняшка такая. И камбучу взял тут. Buy one, get one. Нормально. Покушаю, отдохну. И с силами поеду дальше, назад. Назад уже ветер немножко встречный, слабенький, но южный ветер. Все равно чуть-чуть притормаживает. Офигеть, здесь пробка во Флаглере. Не объехать, не пройти, блин. Будем по встречке гнать. Сейчас вроде на полпути силы появились, а то прям вообще тяжко было. Сейчас вроде ритм поймал под музычку. Нормально. Так, здесь вроде уже нормально обочина. Съедем сюда. Оба! О, какой груженный едет. Фу. И стою, похожу, в шею устала с непривычки, прям вот так вот. Мышцы прям устали, надо размяться, походить. Половина я проехал. Еще половина осталась. Я уже в Алуся каунте. Был во Флаглер каунте, Палм Кост это Флаглер каунте. Сейчас в Алуся каунте идет. На электричке. О, хорошо. Солнце печет уже. Эти ботинки черные, кобзец, там пекло внутри, я без носков еще. Там прям печка, можно разогревать там бутерброды. Попшикался этим солнцезащитным кремом. Вроде не должен обгореть. А вот эта вот коламбевская, она
Omni-Shade. Она отражает там вот, если видно, маленький-маленький, как чешуя. Она солнечный свет отражает и то есть не нагревается. Вообще классная штука. Я уже сколько лет, года 4 ее ношу. Офигенная штука. Когда она уже в хлам порвется, я еще такую куплю. Пробую по пляжу здесь пораньше выйти. Сейчас вроде отлив. И вроде выглядит неплохо там. Посмотрим. Может быть, можно будет проехать. Лучше медленно и по пляжу, чем быстро по нагруженному асфальту, нагруженной дороге. Попробую, конечно, но что-то тут мягко слишком. Мне кажется, я не смогу. Не, тут зарываешься вообще. Кобзец. Прогуляюсь тогда. Все равно устал ехать. Немножко пройдусь. Шея устала. Чуть-чуть вот только шея, вот мышцы. Непривычно. Фу, сейчас хоть сниму обувь. Ой, ноги подышат. Я бы еще искупался, правда, я в велоштанах. Они намокнут. А без трусов купаться нельзя. Хотя я так люблю. Вроде дошел до того места, где можно ехать. Не быстро, но зато по кайфу, что вдоль океана. Фух, осталась финишная прямая. Сейчас распаковал вторую часть сэндвич. Ох, устал. Сейчас тяжело вообще идет. Капец, мышцы устали. Ну, конечно, я такие вдали давненько не ездил. Вообще не помню когда. Может, в путешествии только. Уже 60 миль. Сейчас 100 километров получится примерно. Фух, народу, суббота. Детишек много. Фух. Съехал немножко с песка, все-таки тяжело идет. Сейчас у меня вообще сил нету. Все равно немножко вязкий песок, ну, притормаживает. И когда сил нету, тяжело по длинной прямой ехать. Тебе кажется, так далеко еще и сил нету. Чисто психологический уже момент такой. Ох, ну все, дом, милый дом. 65 миль проехал. В общем, почти 6 часов я ехал. Там с остановками, со всеми. Это было тяжело. Последние миль 10, капзец. По пляжу, против ветра такого. Ну, не сильного, такой бриз океанский. Тяжело. Да, на велик я ближайшие дни, конечно, вообще не сяду. Я давным-давно так не ездил, чтобы на такое расстояние. Нормально, кайф вообще. Все, так что отдыхаем.